Здравствуйте, эфир БСТ продолжает интервью. С вами Алия Тагирова. Я рада представить гостя нашей студии. Это Лариса Александрова, глава администрации Мишкинского района. Лариса Геннадьевна, рады видеть вас в нашей студии. Теперь уже у вас новый статус. Хотелось бы такой первый и важный вопрос. Насколько уже адаптировались и понимаете, что на вас лежит ответственность перед всеми жителями Мишкинского района? Добрый день, Алия. Да, действительно, ответственность очень большая. И, наверное, адаптироваться даже времени и не было. За эти 1,5 месяца той работы, которую мы проводили, наверное, скажу, что это время пролетело как один миг. Потому что вопросов очень много, надо во все вникать, все изучать, тем более, что ряд вопросов, скажем так, экономика, финансы, сельское хозяйство, оно для меня в какой-то части новое, потому что в бытность предыдущей работы я больше занималась социальной сферой, поэтому работы много. А ответственность ощущается с самого начала. Во-первых, это большая ответственность, то, что республика доверила целый район. А с другой стороны, после назначения уже на эту должность, мои земляки, мишкинцы и те, которые проживают на территории района, и те, кто за пределами, кто-то в личку в социальных сетях, кто-то в WhatsApp, у кого есть мои контакты, естественно, поздравляли, поддерживали, предлагали помощь, но при этом все как один говорили, что мы на вас надеемся. И вот первое время, не скажу, что это было тяжело, но это была такая большая ответственность. Сейчас я с этой мыслью как-то переспала, с ней свыклась, и я понимаю, что вот это доверие, конечно, нужно оправдать максимально. И поэтому буду прилагать для этого все усилия, благо, что республика на нас смотрит, нас слышит и очень много помогает, за что я благодарна, конечно. В вашем видении была социальная сфера, это, наверное, самый близкий, скажем так, момент. Именно вы решали вопросы нуждающихся семей, многодетных семей, семей наших бойцов СВО. Вот скажите, на сегодняшний день самые важные вопросы, как для главы, какие стоят для вас? Ну, вообще, как для главы, наверное, первый вопрос – это кадровый. Мне нужно собрать свою команду, потому что сейчас у меня нет несколько замов, но здесь скажу, что люди есть, желающие работать, просто сейчас проходят конкурсные процедуры. Естественно, следующая задача – это постоянная поддержка участников специальной военной операции, членов их семей, их у нас достаточно. И в бытность вот при работе в социалке, скажем так, со многими я знакома, мои контакты у них есть. Это и те, кто сейчас находится на передовой, это, к сожалению, и семьи погибших. Мы с ними на контакте, естественно, доводим новую информацию по мерам поддержки, которые республика оказывает. Вместе с главами сельских поселений решаем бытовые вопросы, которые возникают. Здесь и устройство в детский сад, и в речевые группы. Где-то, значит, в кружки надо будет устроить, где-то среднее специальное обучение получить, где-то дрова подвести и сложить. Здесь большие помощники, у нас волонтерская такая большая группа есть, которые все это делают. Но теперь ведь вам нужно, как главе района, не просто звонить в органы опеки, допустим, в какие-то медицинские учреждения. Теперь и фермеры под вашим контролем, то есть сельское хозяйство, правоохранительная сфера. То есть вот теперь уже все. Кто в основном ваши помощники? То есть вот на сегодняшний день кто консультанты? Вообще по тем вопросам, которые у нас возникают в процессе работы, естественно, сначала мы рассматриваем у себя, есть заместители, которые действующие, есть юрист, есть главы сельских поселений с большим опытом работы. Ну и если возникают какие-то трудные вопросы, либо нерешаемые, мы, естественно, обращаемся в администрацию главы республики, в ведомство, в министерство, все открыты, все идут как бы навстречу, объясняют, если что-то непонятно, поэтому здесь мы чувствуем большую поддержку со стороны республики. Ну, вы 6-й глава женщина, и мне кажется, уже опыт коллег вам о чем-то говорит, как-то помогает. Что касается работы с населением, насколько они сегодня готовы вам помочь? Вы же
педагог, вы много лет возглавляли ЗАГС, архив. Мне кажется, вы знаете всех. И если вы идете по улице, то каждый знает вас, и вы знаете каждого. Ну, в принципе, да, можно и так сказать, что мы друг друга знаем. Вообще, сейчас у меня некий такой свой проект. Я об этом долго думала, и сейчас я его реализовываю. Я просто в рабочее название такое вне рабочего кабинета в любое время, либо утром, либо вечером, когда мы согласовываем с руководителем организации, я договариваюсь о встрече и приезжаю к ним просто на место рабочее и встречаюсь с коллективом, не только как с сотрудниками какой-то организации, а просто с жителями нашего района. Так удобнее работать? Так удобнее работать. Это такой ноу-хау, скажем так, ближе к народу, с глазу на глаз. Да, тут я могу из первых уст рассказать, как нам республика помогает, что мы сейчас делаем, какие у меня планы, как у вновь назначенного главы, и как обратная связь эти участники встреч, сотрудники, работники, они уже озвучивают свои проблемы. И чаще всего, знаете, удивительно, когда первый раз я побывала, вопросы задают не лично конкретно про себя или про свою организацию, да, а именно те вопросы, которые волнуют всех жителей нашего района. Это и благоустройство, это и ремонт дорог, это отсыпка улиц, это и где-то, значит, мусорная реформа, где есть немножко проблемы, скажем, кадровый потенциал, как мы будем решать. Вот что интересно и удивительно было для меня, что, оказывается, население, вот они, ну, говорят об одном и том же. Значит, это народ волнует, и я понимаю, какие задачи я могу поставить своей команде и для себя лично. И уже с чем пойти с просьбами в министерство и ведомство республики. Глава нового формата. Какой он? Вот какая у вас стратегия? На что делаете ставку вы? Вообще я делаю ставку, наверное, на молодежь, потому что она креативит, она позитивно настроена, у нее большой потенциал, если они действительно хотят работать, и в моей команде такие люди есть. И удивительно еще то, что все-таки молодые, они не боятся. Если мы как-то в возрасте немножко подстраховываемся, а они действительно шире мыслят, и идеи у них интересные. Единственная моя задача, как и в бытность замом по социальным вопросам, поддержать, где-то направление подправить, и, пожалуйста, реализуйте. Мишкинский – это больше сельский район. Совершенно То есть, верно. вот, мне кажется, вопрос сбора урожая сейчас, наверное, один из основных. А вот в современных условиях, как вы думаете, вот стоит ли на ту же самую молодежь надеяться, или вот о чем прежде всего необходимо думать в плане вот развития сельского хозяйства и особенностей именно вашего района? Ну, вообще, да, мы на молодежь в сельском хозяйстве надеемся, но она очень тяжело туда идет, даже если предлагают достаточно высокую зарплату, но, к сожалению, сейчас молодежь сначала задумается, скажем так, идти или нет в сельское хозяйство. А мы действительно, да, сельскохозяйственный район, у нас нет промышленности большой, и, по сути, 54 тысячи гектаров пашен, из них 32 тысячи обрабатываются, значит, под зерновыми и масленичными культурами у нас 12 тысяч гектаров, да, и в основном это все, наверное, больше кормовая база, потому что у нас все-таки рисковое земледелие, суглинистые почвы, урожай не всегда высокий, и качество, скажем, зерна не такое высокое, чтобы его и на муку отправлять, и поэтому больше развивается животноводство. Здесь у нас здорово, что в этом году есть инвесторы, которые будут заниматься коневодством. Мы завезли 100 башкирских лошадок, кобыл с жеребятами. Есть у нас фермер, который будет заниматься, он в планах, у него и переработка конины. Есть у нас фермера, которые хотят овцеводством заниматься. То есть вот есть луга, поля, кормовая база есть, и можно это все делать. Было время, когда говорили об урбанизации, то есть молодежь в город. Сегодня все-таки наблюдаете вы тот момент, что вам уже не нужно переживать о том, что они уедут из района, а наоборот, может быть, они возвращаются? Нет, мы сейчас и переживаем, эта урбанизация, она идет, действительно, молодежь уезжает, но при этом, скажем так, на вольных хлебах побывали, посмотрели, не всегда легко получается, и есть молодежь уже с семьями, с детьми возвращаются, строятся, работают у нас. Вот это, конечно, вот вы как радует. глава, чем мотивируете? Вот как думаете, что может их
заставить остаться, вернуться? Ну, вообще, это хорошая инфраструктура. Если говорить про районный центр, село Мишкино, да, у нас возможности большие. Здесь, у нас есть и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и тренажерным залом. У нас есть доп. Образование, это и детская школа искусств, и спортивная школа, и центр туризма «Путник», где дети могут заниматься. У нас есть 2 замечательные школы, лицей номер 1 имени Флорида Булякова. Кстати, он наш земляк, уроженец Мишкинского района. Полилингвальная школа у нас 3-й год уже работает. Фактически ЦРБ у нас хорошо оснащено сейчас оборудованием медицинским. И вот, кстати, земский доктор, вот этот проект Ради Фаритович, он очень нам сильно помог. У нас сейчас, в принципе, в медицине дефицита кадров нет. Приезжают молодые врачи, создают семьи, у нас работают, рождаются дети. То есть, и у нас очень красивая природа. И если человек любит путешествовать, именно свой местный туризм, можно посмотреть и озера, и реки, и поля. То есть в этой части мы богатый район, предлагаем всевозможные варианты, ну, стараемся привлекать молодежь. Вот нас сейчас, если смотрят телезрители, которые выбрали бы, допустим, сельскую жизнь, по какой причине им нужно ехать, выбрать именно Мишкинский район? Я знаю, что у вас очень много пчеловодов, то есть это пасека, это, по-моему, тоже ваш такой бренд, да, Мишкинский мед. Что еще? Чем привлекает ваш район? Экологически чистый воздух, красивейшая природа, возможность развиваться, строиться, заниматься спортом. У нас очень самобытная и интересная культура марийского народа, много очень народных ансамблей, и вокальных, и танцевальных. И вот ранее у нас к нам приезжали с исследованиями из Карелии, из Мариэл, изучают именно вот эти вот традиции, потому что они у нас сохранены именно в первородном своем таком состоянии. То есть за самобытностью в том числе. И вот заканчивая наш разговор, вообще, вот, Лариса Геннадьевна, 1,5 месяца вы в новой должности. Какой главный вывод для дальнейшего развития вы делаете для себя? Общаться с людьми, понимать их нужды и при этом строить достаточно хорошие, крепкие мосты со всеми республиканскими ведомствами, чтобы была и поддержка, и понимание. Ну и, естественно, это желание самого населения сделать район лучше, богаче, краше. Без этого никуда, потому что все равно все в наших руках. Как мы будем стремиться вперед к успеху, точно так же нас будут поддерживать. Я считаю, что это так. Спасибо вам огромное. Конечно, удачи. Очень хотелось бы, чтобы в эфире телеканала БСТ как можно чаще звучали новости из Мишкинского района и только в позитивном ключе. Спасибо большое, будем рады. Спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что в рамках программы интервью мы общались с Ларисой Александровой, главой администрации Мишкинского района. Оставайтесь на БСТ.